Фаридун, ассаламу алейкум. Как себя чувствуешь ты, брат? Терминатор. Вот чан килои. Вот забар, давай защищаться, брат. Малим. Ака Якуб меган бой дури, ростай. GFC меган барой титул 88 мезани. Еще у тебя последний бой с иранцем был, у тебя какая-то стычка с ним была во время face to face. Что за стычка, что это за... Почему так получилось? Шайдо, BMW хамит не было. Кам я айб дури тамам. Сайдо чё шума ватык айгаи метаси? Айгаи наметаси. Хай комми, закон. Ай, забуду у тебя домой, ты гзашь меня? Да. А мы сейчас куда с тобой едем? Мы сейчас в Гицарскую крепость едем. Это очень историческое место, красивое там. Как так случилось, что ты в ММА пришел? То есть тебе деньги мотивировали, что тебя мотивировали в ММА перейти? Скажи, правда, так хорошо говоришь по-русски. Ты в русской школе учился? Ты единственный боец, который дрался в 3 весовых категориях: 77, 84, 92. Как так получается у тебя? Мне в основном пояс нужен. Почему именно пояс? Всех приветствую, друзья! Ассаламу алейкум! Официальным спонсором данного видео является компания I'm Fighter. Стильная и красивая одежда для спорта и для повседневной жизни. I'm Fighter – это стиль твоей жизни. Александр, Фаридун бил. Раз, анамиджа. Фамиди, анамиджа шад заданда. Раз, мебади. Фамиди, остак. Фамиди, меф. Раз. Მე ხაფი კალენირა მე დრო მე ბარგური ბრასოგ მეზანი ფამილი იტუზანი раз проход მე დროიქუ фамдиси проход румади я даст на миум раз ани положение фамдиси раз и поча акив раз шиум фамдио дан кот так поча рахшу буди фамдиси раз шиум давай фамдио Даст табарах бапарт. Терминатор. Вот чан килои. Вот чан килои. Надо кило. Надо. Полутяж да майдай, брат. О, майдай. Полутяж да майдай. Атяж мегзарам ака. О, забар, давай защищаться, брат. Малим. Давай. Ака Якуб меган бой дури, ростай. Ака Якуб меган бой дури. GFC меган барой титул 88 мезани. Ака бака. Бургмуг мефшадна ваннан. Ишчага. О. Замок танак zaman Фаридун. Ne zaman? За рулем начни. Шайдо. Мерседес хами, BMW хамит не было. А? Я колорадо. Бай сурати ке веда ҳоҷа мондаги. Я колорадо. Да китуш бо пояси Wi-Fi. То қариб наушник дорӣ дакистад. Сайдо чӣ шумо вақтӣ агаи метарсед? Ма гаи наметарсем. Хайр қонун, закон. Ҳам меган боецои ММА меган камтарак хеле хулиганӣ мекунанд, ростай? ҳамин як таштики я бачаи нағзи меган ку кам я айбдорӣ тамом. Сайдо масъала ҳамин гап мегуфтӣ?
Микрофон давай снимай. Пойдем. Ассаламу алейкум. Как себя чувствуешь ты, брат? Хорошо, спасибо, брат. Расскажи, пожалуйста, о себе, как ты в спорт пришел? Я в спорт, брат, с детства. У меня отец сам спортсмен, тренер. Да. По какой видам спорта? У меня отец по борьбе тренер. Я у отца тренировался. Ты, то есть, начинал с какого спорта, получается? Я с вольной начал. С вольной борьбы, потом перешел в бокс? Не, ну я параллельно, ну там самостоятельно занимался боксом тоже. Знаешь, там. А по любителям ты что выигрывал? Я по любителям. Ну я в основном по борьбе выступал. Я сразу в профессионалах брался. Боролся, да, ты? Да, я в борьбе. А что ты выигрывал в это время? Айвольный? Ну да. Айвольный основной ахан Спартакиада чемпион, республика чемпион. Çocuk güzel ya, сразу. Ай, забыл у тебя домой, çocuk güzel. Ну я на международных турнирах боролся там. За границей в Кажамкуле боролся. В Кыргызстане один раз в международном турнире первым стал и вторым стал. Много на международных турнирах боролся. Ну, в этом году хотел в Азию, в мире должен был участвовать, даже чемпионат Таджикистана выиграл. По вольной борьбе. Да. Ну, по финансам. Наша область там, меня не спонсировали, я смог бороться там. Они отправили меня туда. Недавно вышло видео в интернете, где ты под красивую музыку Это в Кажамкуле на международном турнире там, я вторым стал. А отец каким видом спорта занимался? У меня отец в основном по вольной борьбе тренер. По вольной борьбе я выступал, когда я отбор Таджикистана в 2015 году я не прошел. В Дагестане я ему проиграл, Гамбит Джалил, легионеру. Потом я вообще не тренировался. Ну, я сам в основном по боевому самбо выступал же раньше. Я 5 раз, уже 6 раз чемпион Таджикистана по боевому самбо. А в международном? В международном чемпион Азии и азиатских играх я третьим стал. Ну, я по-разному, в основном по боевому и вольной борьбе я выступал. В Ташкенте я первым стал. А мы сейчас куда с тобой едем? Мы сейчас в Гицерские крепость едем. Это очень историческое место, красивое, там много историй, там войны. Мы туда и едем. А как ты появился в команде Раджабали Байонова? Как ты в этой команде появился? Раньше я выступал там, меня в первый раз Ходжи Мухаммад Али это спонсировал меня. Я тогда за его клуб боролся, это клуб в Худжанде был. Я там 2 боя провел, и 3-й бой в Кыргызстане мой за 5 раундов я тогда с Алтынбек Мамашевым я дрался. Я выиграл за пояс. Я ничего, и там мы познакомились с Айдо, там с Раджабали, познакомились. Тут все одна единая команда, брат. И все сплоченность, все вместе. И Хаджи Раджабали всегда переживает за своих учеников. И в том числе за нас. Для меня тоже он все время переживает, все время делает за нас. Он больше с нами находится, чем со своей семьей. Как так случилось, что ты в ММА пришел? То есть тебе деньги мотивировали? Что тебя мотивировали в ММА перейти? Студенты закончили все, должны были деньги зарабатывать, все. Пошло-поехало из-за этого. Мне один брат сказал, что там соревнования идут. Приехали, сказали, что там деньги будут давать. $200, там, $100. Я согласился сразу. ММА? Да. Что за турнир был это? Это в Таджикистане было тогда. Кто был соперник? У меня соперник. Как его зовут, Сайдо? Местный там. Я его выиграл в первом раунде, нокаутировал. Смотрю, что у меня хорошо получается. И пошло-поехало. Потом в битве на Маде меня отправил Мухаммад Али, Холматов.
Он тоже раньше спонсировал нас всех. Мгм. Ну, после этого, после Казахстана, я в Казахстане тоже в втором раунде или в третьем раунде я нокаутировал местного бойца, там, чемпиона Азии. После Киргизстана, брат, мы с Хазир Джабали познакомились, и я сюда перешел. А как так получилось? Я помню твой такой громкий бой Лиги Fight Nights, ты дрался с Димой Гладуном. Что случилось тогда? Ты 2 раунда так вел очень хорошо, в 3-м раунде немножко у тебя так физика устала. А что случилось у тебя там? Потому что тогда, брат, Рамазан была, да, вот, Уразан мы держали тогда. Во время боя ты взял Уразу? Не, ну, после Рамазана за 10 дней я принял бой. Я тогда не тренировался. Ну, тренировался так, Уразу и ты также держал. И за 10 дней мы приняли бой. Я просто в первом раунде в основном, и, как сказать, потратил все бензины, короче. Все силы, да, Все потратил? силы, да. Скажи, просто так хорошо говоришь по-русски. Ты в русской школе учился? Да, брат, я и в русской школе тоже учился. Сколько лет ты в русской школе учился? Год там, в русской школе. А в Таджикистане... Куда? Прямо едем. Прямо. А в Таджикистане ты где родился? В каком городе? Я в Таджикистане, в Пролетарском, Джабарасусском районе я родился. Это Сагдийская область, да? Да, в Таджикской области. Я знаю, в вашем регионе в основном развито футбол. Как так получилось, что ты не в футбол пошел, а в вольную борьбу и бокс? Не, у нас тоже там, знаешь, у нас и борьба тоже развита. И футбол, и борьба. В основном там почти милли у нас. Национальный вид борьбы там развитая очень. Сейчас везде в Таджикистане все развивается. Бокс, борьба, бойня, дзюдо, самбо. Ну и у нас тоже так и развивается. В основном, как сказать, у меня отец был тренером, я у него тренировался раньше. И когда он оставил, потом я в 20 лет я пошел. Тоже тогда борьбу там занимался. Слушай, я помню твой бой, ты дрался с бразильцем в Лиге GFC в Пензе. Вы потом после боя с этим бразильцем подружились, да? Да, хороший парень. Как его звали? Лейб, Да, Дерле Брейнструм. Бройнстром. Да. Как вообще этот бой ты принял так? Ты обычно дерешься в партере, ты так 3 раунда с ним рубился, а ты не побоялся. Ну, Я просто хотел проверить себя, что стойки в партии. очень хороший бой у тебя получился. Тогда с командой мы с Айдо хорошо потренировались, да? Айдо. Еще у тебя последний бой с иранцем был, у тебя какая-то стычка с ним была во время face-to-face. Что за стычка, что это за... Почему так получилось? Ну, это в основном шоу, да, брат? Сам знаешь. Так это было шоу или это было, что он издевался? 2 в 1? 2 в 1, короче. Немножко дернулся, потом я пошел поехать. Твои титульные амбиции в Лиге GFC, что происходит у тебя? Должны были меня поставить за пояс с этим Дауреном, с казаком. Не знаю, что случилось, если меня другого поставили, мне в основном пояс нужен брать. Почему именно пояс? Пояс очень хороший, красивый, знаешь, как в UFC, походу. Пояс GFC, что ли? Пояс, да. Мне нравится пояс UFC. И организация хорошо развивается. Очень хорошо развиваются. Много турниров проводят. И нас тоже поддерживает Александр Гурянов. А сейчас как твоя подготовка проходит? Сейчас моя подготовка в Дагестане прошел, брат. Мы там сборы прошли. Сейчас уже вторую подготовку в Душанбе проводим. Ты единственный боец, который дрался в 3 весовых категориях: 77, 84, 92. Как так получается у тебя? Я хорошо гоняю вес, поэтому То есть нелегко гонять вес 84, там, 77. Поэтому. много, да, гоняешь? Ну, я раньше в 77 дрался же, и 84. И 93 успел тоже драться. Хотим, чтобы молодые занимались спортом.